Доброе утро. Начинаем с мастеринга. Ну все, серия рендерится. Теперь надо собираться уже. Так. Где там еще сумки? Ну вот, постирали. Вышло на 45 тысяч дом. Это, короче, где-то за 120 рублей, 110. Тут 20,5 килограмма почти. Сейчас душика принял. Сейчас гружу серию. Заливаю. Блин, что-то такое состояние. Главное не заболеть. Кто помнит, я как раз, когда выезжал из Ханоя в прошлый раз, я заболел в горах. Отлеживался. Заболел, что у меня потом сил не хватило по Волжским горам гонять. Сейчас бы тоже не заболеть, выехав из Ханоя. Да, чайку отпиваться какого-нибудь горячего. Чихаю, просто все чихают, что-то ходят такие. Сейчас всю эту кучу надо собрать. О, слышите? Зашибись просто. 500-й день кочевья. Начинаю с прокола колеса. Что-то я только сейчас его заметил. Смотрю, колесо спущено. Сейчас заклеивать надо будет. В общем, здесь маленькая дырочка. Здесь надо заклеить. Итак, все, собрался. Вроде все взял. Спасибо этой кроватке за приют, за отдых в этой комнате. Вот такие вот сумки мне надо. Тоже задние. Хотя это мой старичок, молодец. Ладно, спускаюсь. Ну все, выезжаю из Костова. Смотрю навигацию, сейчас до ближайшего магазина. Ну вот магазин Сава. Савушка по-нашему. Но тут он на шоссера рассчитан. Сейчас посмотрим. Не, здесь ничего нет. Чисто шосейки. Комплектующих почти нет. Сава. Ну ладно, команд. Мне нету ничего там, не было. Что мне нужно? Едем дальше. Смертельный номер.
Да, тут... Давай, стоять! 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 Давай! Молодец! Молодцы! Не повторяйте, друзья, такого больше. Пока кто-нибудь не шандарахнулся, давай. Опа! Опа! Здесь музей какой-то. Военной техники. Ой, Барбуся. Ой, еще один. Гаубицы. Фига тут обломки. Здоровый самолетик. Какой-то бомбардировщик. Ладно, едем дальше. О, набережная. Ламвело нашел. Ну, тут выбор побольше. Oh, xin chào. I looking for it. Все для велопутешествий. Колес сразу много в сборе. Систем на любой вкус, кассет. Капец, вот бы везде такие магазины были. Да, да. Хорошо. Багажников. Вы по-русски, да, разговариваете? По-русски. Мне про вас один путешественник рассказывал,
Что, говорит, здесь парень по-русски разговаривает. Кстати, привет ему, Лёхе Ландресу, если он меня видит. Выбор у вас хороший. Так. Шорли. Так, мне надо найти лежак, если лежак есть. Арбе. Да. Вот здесь есть зеркала. А вот зеркала мне нужны КТ. А это, как я понял, на шлем, да? Какой-то она беспонтовая. Made in Japan. О, какой руль офигенный для путешествий. От Шорли. Только он дорогой, блин, 2 миллиона. 2 миллиона стоит. Это 6 тысяч почти. Дороговато. Он Брукс. Короче, весь велик собрать здесь можно. Но оно все дорогое, конечно. А вот здесь сколько Бруксов. Сколько они тут стоят-то? Капец, вообще дорогие. $3 миллиона, 2 миллиона. Ну, дорого. Все Брукс, все помешаны на этих Бруксах. Я на своем нормально езжу. И то без этих, без памперсов. Ну, такие я бы деньги тратить не стану на такие вещи. Хотя оно кожаное и типа принимает форму задницы ездока. Ну, я не знаю. Пока я не готов такие деньги тратить на это. Ну, это вот артлибовская сумка, про которую я говорил. Только она стоит, походу, 5 миллионов почти. Одна только. Что-то вообще какие-то цены, я не знаю. Вот этот мешок водонепроницаемый, он столько не должен стоить. По мне так. Да, вот это классно. Блин, Шорли. Уже готовы к дороге. Блин, тут слюнки течь начнут. Короче, нашел лежак. Вот у них здесь. Блин, но он мне не подходит. Формат руля и вот это широкая. Широкий вынос, блин. Ну вот, короче, руль бабочку нашел. Но вот я думаю, мне вынос не придется менять, потому что здесь вынос он для толстых рам. Блин, какой-то руль вообще не форматный, я не знаю, ничего не подходит. Ну все, короче, поставил руль. Красота. Теперь осталось с дороги его настроить только. Так, можно? Четко.
А вот мой старенький руль. 1968. Этот руль почти с самого начала но ездит. Мне его ребята в Xterra подогнали. Вместо стокового. Служил мне он долго, но вот пришло время с ним расставаться. Оставляю его вам здесь на память. Фух, чуть-чуть реорганизацию сделал. Сюда он спальник положил. Здесь палатка. Красота. Все, я еще зеркальце приобрел. Подарок себе на 500 дней кочевья. Нормальное такое. Зрение как раз тренировать. Вдаль, близь. Вдаль, близь. Нормально. Все, я собрал руль, все подставил. Все чики-пуки. Отлично, сейчас будем ехать быстрее. Здесь еще курточку нашел. Водонепроницаемую. Ветровку. И вот меня что-то жаба душит ее приобрести. Она стоит 630 тысяч. В принципе, не так дорого. Блин, потом буду мокнуть и думать, вот дурак, что не купил. Сейчас подумаю. Ну все, в общем, взял я эту куртку. Сегодня 500 дней, ладно, подарок это будет такой. Жаба душила, но ничего, зато мокнуть не буду теперь. Велобахил только не было, надо было еще бахила взять. Все, еду на выезд из города. С этим рулем вообще непривычно так ехать сейчас, как другое управление совсем. И зеркало еще не привык, по-новому все надо. Блин, я в час пик еще попал, это капец. Здесь от выхлопов сдохнешь вообще, капец. Аж горячо от них просто. Не от газов штырило, что ли, даже. Быстрее выехать из города нафиг. Молодцы вообще. Заставляют Никиту тормозить. Вот здесь по этой же дороге я ехал в Лаос в прошлый раз, когда из Ханоя выезжал. Так что эта дорога для меня не новая пока. Километров 60-70 по той же дороге буду ехать. Вообще я умру сейчас от этого запаха. У меня уже глаза щиплет. Мне кажется, сознание, уже голова начинает. Хоть дорога расширяется. Сейчас втопим.
самом деле то, что я еду с одной рукой, это смертельный номер здесь. Но что поделать, ради фильма и не так скрючишься, выкрутишься. Ну, выехал из города. Тут уже пригород начал. Агломерация большая у Ханоя. Здесь население вообще крупное. Сегодня я ничего не ел сегодня. Забылся совсем. Кушать хочу. Сейчас надо будет место найти. Либо покушать, либо с собой. Вон там какие-то банановые рощи. Все, здесь место нашел, заехал, занырнул в одно место. Сейчас заеду покушать или куплю что-нибудь. Вообще желудок крутит просто. Все, нашел место. Покушать. Вкусно. Тут пацаны сидели рядом. Девчонки, пацаны, там с какого-то предприятия. Пацаны ушли, девчонки такие активные сразу стали вопросы задавать. Кричат, что-то щебечут. Вопросы задавать давай. Ну все, встал на место. Сейчас буду ставить палатку. Тут в банановой роще такое. Сегодня проехать не получилось, дороги не получилось. Всего 25 километров. Ну, короче, с города просто выехал. Но зато я очень рад этим обновлениям. Вот сколько я проехал, 20 километров, я уже ощутил, что можно реально много хватов сделать. И еще приятные вот эти грипсы. Очень классные они, прям комфортно в них, как-то мягко ехать. Мне очень нравится. Не то, что вот как мои алюминиевые эти, карбоновые точнее. Ну, один фиг там, они металлом обшиты. И все время холодные. И когда металл чувствуешь руками, не очень нравится. А вот тут прям приятно. Теперь только в путь. Вот 500-й день подошел к концу, подходит точнее. Теперь отдыхать. И завтра уже долбить границы. Спальник чистый, свежий, прям свежестью так пахнет, так классно. Теперь буду спать в облаках прям. Теперь спать точно, отдыхать. Все, доброе утро. Время 7 утра, 7 доходит. Я уже проснулся, готов к бою. Настроение отличное, главное, хорошо. Даже спать неохота, хочется ехать. Запал такой весенний у меня, настроение какое-то весеннее. Температура хорошая, такая прохладная. Все замечательно просто. Собираюсь, еду. Ну все, погнали. Дождик такой накрапывает. Шины накачаны. Все, можно ехать. Ну все, с первым касанием меня. Вьета одного сейчас меня подрезать хотел. Ну, вообще тупой, короче, блядь. Я его бочиной шлепнул. Ну так, слегка. Я говорю, здесь вообще расслабляться не надо. Ну вот, дождик закрапал. Ну опять же морось такая мелкая. Туман.
Все, дождик покапал. Куртка, настало твое время. Дождь идет, не прекращается. Заехал позавтракать. Лапшички или фо, как его там называют. Ну, мне лапшичка, мне все лапшичка. Что здесь есть? Так здорово узнавать места. Вот там вот я спал. Кто помнит серию, когда из Ханоя выезжал, первая моя ночевка была вон там. Там кладбище рядом. Сейчас поле уже засеяно, а тогда воды не было. Я прям на рисовом поле спал. Сейчас уже все в воде. Так здорово, прям. Когда-нибудь я вообще по всем местам проедусь, где я был. Покажу своим детям, где папа ночевал. Пока непривычно с этим зеркалом. Зрение фокусировать постоянно приходится. Но это дело привычки. Главное привыкнуть. Человек такое существо, ко всему адаптируется. Давай, давай, быстрее. Тормоза, тормоза. Вот Азия для меня всегда такой останется. Она у меня уже вот такая погода врезалась в память, и она Китай, ну вообще вся Азия станет туманной, будет вспоминаться туманной, дождливой. Здорово. Как вот Таиланд я особо за Азию не считаю, это уже больше юг, именно такая юго-восточная Азия. Для меня Восток, Азия, это всегда ассоциируется вот Китай, там Япония, ну вот эти более северные страны, а там уже юг. Вот Северный Вьетнам уже Азия так. Вот нашелся и минус этого руля. Бананчики некуда зацепить теперь. Так вот, повесил и все. Теперь надо что-то другое придумывать. Теперь точно мою цепь с обновкой. С посвящением. Первый дождь.
Да, погодка сегодня веселая. А ничего. Это вместо душа. Так, вкуснейших булок взял. Чуть-чуть передохнуть. Наконец-то хоть тишина, трафик развеялся, трафик уже маленький стал. И это за 70 километров от Ханоя, то есть уже мопедов шныряющих вечно, главное нет. Самое главное. Вот тут шкалатроны. Кстати, у шкалатронов здесь форма классная. Я хотел бы в Россию одну увезти. Как такая старая адидасовская. Только не знаю, снять что ли с кого-нибудь. Их тут до хера. Отжать. Оу! Блин, еще с этим едет. Убасно, убасно. О, кстати, места боевой славы Чаваш-Шулшуревича. Вот на этом месте, на этом перекрестке 3 месяца назад я повернул налево в сторону Лаоса, в горы, в Анамские горы. Теперь я ухожу направо, в Китай. Вот так вот. Классно по старым местам ездить. Хотя всего 3 месяца прошло. Но сколько за эти 3 месяца всего было? Ну, все шкалатроны на великах вообще красавчики. Либо на электро таких. На электроскутерах. Здесь во Вьетнаме очень тяжело ездить по указателям. Вот эти, которые большие баннеры стоят. Они направление указывают, а номер дороги не указывают. То есть легко можно в другое место уехать. Только вот по этим маленьким столбикам можно понять через каждый километр, какая дорога. Но все равно тяжко. В Китае, например, с этим проблем нет. Там всегда указывается номер дороги, по которой ты едешь, которая тебе нужна. Но их там много. Если там не было бы номера дорог, там вообще просто запутаешься. Но это все впереди. Такая тишина, так непривычно. Птички поют.
Ой, не туда поехал. Километр лишний проехал. Тяжело ориентироваться. Телефон у меня разрядился. Из телефона солнца нет, чтобы смотреть направление. Легко сбиться. Говорю, направление дорог не показывает. Как думаете, друзья, пока есть возможность попробовать мне собаку или нет? Вот тут чё очень много. Вот на юге там собак не кушают. Вот начиная с серединного Вьетнама все больше. И то там мало. Вот Ханой, здесь вот вообще только собака едят, по-моему. Вот здесь больше чё, чем там просто гм риса. Честно, я не хочу. Ну, а потом, когда будет такая возможность попробовать? Супчика или что-то. Ладно, посмотрим, пока еще есть время ехать. Во, всякие замки здесь. Что это такое вообще? Интересно. Ну, такой новострой, вообще как-то неинтересно. Все из бетона почти. Сейчас посмотрим. Это дырявая крепость. Ничего интересного здесь нет. Просто новострой. Оу. Просто новострой. Погода шепчет просто. Все, Танкинская равнина закончилась фактически. Дорога уже начала вилять, прыгать. Уже вон сопочки появились. Сейчас дорога будет фактически уже зажиматься ущельем и вверх по ущелью китайской границы. Так что начинаются горы. Горы. Ну, перевалов вроде таких нет. Все по ущелью пока. Там уже в Китае, по-моему, через границу там уже начнутся. Все, сейчас посидел, покушал, пообедал, чай попил. Сейчас еду дальше. Я не по той дороге чуть-чуть поехал, оказывается. Я малек кругаля, короче, сделал. Тут с дорогами запутаешься. Ну, не страшно. Там не сильно. Во Вьетнаме тоже экспресс-вей есть. И мне тоже туда нельзя. Он прямиком до китайской границы. До Хайлао. Куда мне надо как раз. А я буду другим путем ехать. Ну, сотку уже почти сделал. Зеркало я все-таки сюда присобачил. Неудобно, когда он на шлеме. Вот, не знаю, как будто муха вот хочется убрать. Мешает вот обзору, не видно вот. Все равно закрывает чуть-чуть. Ну, неприятное ощущение, когда отчитываешь. Фу. А руль вообще хорош. Вообще здорово. Но здесь хват получается ближе, потому что вот вынос ближе к ногам.
Это как раз в городе удобно ехать, ну, не спеша по ровной поверхности, по ровной дороге. А когда в гору, вот за эти как раз хорошо держаться, посадка ниже. О. И вот, кстати, я все уже утепляться потихоньку начинаю. Кольцо надел. Дорога здесь вообще ужасная. Она узкая и много грузовиков на ней ездят. Надо какую-то другую искать. Вот наушники как... Ой. Зеркало как раз хорошо, когда ты дорогу не слышишь. Когда едешь в наушниках, оно вообще помогает. Постоянно смотришь. Сейчас чуть-чуть привал, он кушу эти булки. И дальше. Я еще что заметил, руль упругий. Вот он ходит, у него ход есть. Вот сейчас нажимаю. Наверное, незаметно, но ход есть такой. Вот на сантиметр, наверное, отходит, вот когда нажимаешь сюда, вот на этот край. Ну это хорошо, значит амортизация чуть-чуть есть. Улыбок здесь мало, люди замкнутые, собак здесь мало, уже не резвятся так во дворе, в каждом сидят на цепи. Если бегают, и то зашуганные. В общем, Китай настоящий почти по менталитету. Вот тут прям именно резко почти, вот за Ханоем. До Ханоя еще нормально. Вот именно здесь. Но как я уже говорил, китайских типажей много, лиц именно. Не южанских таких, как более полинезийская. Там. А здесь уже больше китайских. А китайная уже местность. Ну а что говорить, исторически так было. Влияние Китая здесь сильно раньше было. Китай потихоньку всех захватывает. Среднюю Азию. Дороги везде строят. Что, они просто так, что ли, строят дороги? Ну, понятно, когда продажное государство, оно ради бабок на все готово. Но китайцы, они хитрые китайцы. За свою историю. Они много государств победили, так скажем. Кочевых государств, орд. Именно хитростью они брали. Деньгами. Ну, так же сейчас все работает. Все, время уже подходит. Надо ночлег себе смотреть. Сейчас темнеет примерно здесь в 6 часов. Закат сам. Так что надо смотреть. Еще полчаса у меня есть. Сейчас в город надо маленький проехать. В городочек заехал. Как всегда на ночевку. Когда ищу ночевку, попадаю в город. Смотрит. Что-то мест не могу найти. Везде дома, дома, дома. А дороги в поворот я что-то не вижу.
Огороды, дома. Ух, что-то нашел. Сейчас посмотрим. Ну, хоть здесь уже даже ставь. Там спахано все. Там кладбище дальше. Самое классное место это на кладбище. Там почти всегда сухо. Хорошая земля там. Ох, здесь тишина уже. Тут конец дороги. Сейчас посмотрим. Смотрим сейчас. Я как Майкл Джексон в белых носках и в черных кальсонах. Не, здесь что-то мест нет. Тут все под уклоном. В другом месте посмотреть. На чайной плантации выехал. Здесь везде уклон. Значит, чуть-чуть назад придется ехать. Разворот полицейский. Оба. Там что-то интересное. Только там какое-то палево. Ну хотя. Ну, нашел место. Чуть пониже спустился. Хорошее место, скрытое. Так что все, спокойной ночи. Сегодня я проехал 125 километров. Переработка у меня даже небольшая. Ну, когда настроение есть, километры летят. Когда настроения нет, километры тянутся очень долго. Сейчас у меня есть такой запал, заряд. Это хорошо. Я хочу быстрее из Вьетнама в Китай.
Вот поэтому я быстро сейчас еду. Сегодня 1 число, 1 марта. Всех с наступившей календарной весной. Зима календарная закончилась. Еще новых 3 месяца. Потом лето. Но эти 3 месяца у меня будут тяжелые. Весна не тяжелые, интересные. Такие трудные, трудовые будут. Трудовое время. Как раз будет Китай. Там я придется долбить тоже так же, скорее всего. Так что будет интересная весна. Да у меня все интересно. Осень, зима, весна. Все у меня интересно. Но обычно у меня межсезонье получается самое. Я вообще люблю вот эти сезоны. Вот это межсезонье. Осень, весну люблю. Они всегда как-то получаются такие очень насыщенные, горячие. Наверное, как у сумасшедших обострения весной. Ну, вообще в межсезонье. У всех только оно по-разному проявляется, видимо. Вот так. Ладно, что, отдыхать. Сейчас палатку поставлю.